Сказки моей бабушки. Так, глава 1. Вниз по кроличьей норе. Алисе наскучило праздно сидеть рядом с сестрой на берегу реки. Раз-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра. Но там не было ни картинок, ни разговоров. «Как можно читать такую книжку?» – подумала Алиса. «В ней нет ни картинок, ни разговоров». Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Конечно, сплести венок было очень приятно, но стоит ли ради этого подниматься? Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил: ах, боже мой, я опаздываю». Но и это не оказалось Алисе особенно странным. Вспоминая об этом впоследствии, она подумала, что ей следовало бы удивиться, однако в тот миг все ей казалось вполне естественным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и взглянул на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Ее тут осенило, ведь никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как она же будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец.